Даже если в школе будет учиться один единственный ребенок, то школа все равно должна работать, потому что образование должно быть доступно всем и даже единственному ребенку в селе. Я как педагог работала 11 лет в 5-й школе. Ну, я считаю, что если там всего 3 детей, то лучше создать, наверное, какие-то условия, чтобы этих детей или привозили. Ну, допустим, вы имеете в виду какую школу? Если вот как Балта, это, конечно, далеко, если только в Знаур привозить. Но если поближе, вот как, допустим, Зар или еще где-то поближе, по-моему, лучше этих детей привозить в школу, чем... Это мое мнение, конечно. Я считаю, что школы сельские, они ни в коем случае не должны закрываться, потому что дети в сельских школах, особенно в дальних, им очень трудно бывает добираться до учебных заведений. Поэтому, если будет страдать учебный процесс, то это в дальнейшем скажется очень плохо на будущем наших детей. Не надо закрывать, надо условия создавать. Дороги, чтобы было, транспорт, чтобы был. И побольше ребят, чтобы они радовались, что в селе живут. Я считаю, что школы должны функционировать независимо от количества человек, потому что дети должны получать образование, это важно. Ну, мое мнение в этом вопросе такое, что школа должна функционировать до самого последнего ученика. Даже если в этой школе остался один ученик, то вся школьная инфраструктура должна функционировать. Как бы это ни было печально, но до этого не должно доходить дело, чтобы вообще школа дошла до того, чтобы там не осталось ни одного ученика. Все наши усилия нас самих, наших властей должно быть направлено, чтобы возродить село, чтобы сохранение села, жителей села, это очень сложно. Это не просто. Для этого есть специальные программы во всем цивилизованном мире, они применяются. И нам надо, конечно, идти этим путем, иначе у нас, конечно, как у государства не может быть будущего.